Прыём праходзіў дыстанцыйна. Усе, хто загадзя на яго запісаўся, у назначаны час атрымалі магчымасць дазваніцца напрамую да кіраўніка Брэсцкай вобласці. Большасць узнятых пытанняў на камунальную тэматыку. Так малады жыхар Лунінца, інвалід першай групы, звярнуўся з просьбай паскорыць у яго доме усталяванне пандуса. Выход с квартиры на перемещение мое по улице, выйти на улицу затруднено. Сейчас мне помогает мать, но ей это крайне тяжело. Пасля короткага дыялога рашэнне знайшлося. Первое, и вот соцзащита здесь присутствует, значит, мы найдем человека, и Пачко слышит Александр Николаевич, который будет, значит, вам оказывать помощь сегодня, так, чтобы вы могли вот неделю, я не знаю, месяц, не мать, значит, которая, понятно, сил нет, а люди, которые будут вам оказывать помощь, ну, при данной ситуации. Это первое. Ну а другое, будаўніцтва пандуса ці спецыяльнага пад'ёмніка прама ў кватэру вырашылася падчас прыёму і пытання эвакуацыі аварыйных дрэў на сельскіх могілках, якое турбавала мінчанку з палескімі каранямі. Жыхарка вёскі Зарэчы да Анатоля Ліса ўжо звярталася, цяпер тэлефануе падзякаваць і запрасіць у госці. Хотела бы вас поблагодарить за помощь в строительстве спортивного зала детского для детей в школе в деревне Залесье, Купинский район. Помните, я была у вас на приеме чуть больше года назад? Ну, помню, припоминаю, да. Продал стоит. Уже, наверное, была приемка в школе. И если есть у вас возможность, приезжайте, посмотрите, что у нас тут наделали. Не обошлося, конечно, и без политики. Анатолий Васильевич, нас очень все это волнует. Мы здесь во дворе, у нас чуть ли не целая война идет. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как наши предприятия будут работать? Мы за это очень переживаем. Если только они остановятся, это будет полнейший, как говорится, крах. Все. Я разделяю вашу тревогу, и вот последнее время я этими занимаюсь, что посещаю предприятия, и слава Богу, что на сегодняшний день у нас все предприятия работают и в Бресте, и в области. И те попытки деструктивных сил, которые призывают выйти, и газоаппарат, и Санта-Бремер, и Савушкин продукт, и другие предприятия в области, значит, им пока это не удается, они раскачивают. И вот сахкомбинат, я вчера был, Жабинковский. Но мы с людьми проводим работу. И действительно, вы правильно говорите, что самое главное, чтобы сегодня предприятия работали, и чтобы там было спокойно, чтобы люди не боялись никого. А сегодня есть сбыт продукции нашей. И это деньги, зарплата людей, и это наполнение бюджета, это и содержание затем, значит, социальной сферы, школы, больницы, это же все нужно содержать. Поэтому мы это объясняем людям, и мы эту ситуацию, значит, стараемся не упускать из-под контроля. Это наша сегодня основная задача местных органов власти. Як наладзіць мітынг у абарону айчыны? З такім пытаннем да Анатоля Ліса звярнулася украінка, якая жыве ў Брэсце і лічыць Беларусь сваёй айчынай. В Гродно и Могилеве прошли митинги в поддержку президента. Да. Скажите, пожалуйста, как у нас в Бресте можно организовать митинг, который будет за защиту Отечества? Мы будем в ближайшее время проводить, поэтому, значит, на этой неделе и, по всей видимости, на территории мы Брестской крепости будем его проводить. Поэтому мы скажем, и все будут знать. Все желающие смогут прийти. Просто надо объединить как-то людей какой-то темой, чтобы они понимали, что, ну, мы-то понимаем, мы понимаем, чем это все может кончиться, а вот чтобы они поняли, чтобы до них дошло, что Беларусь одна для всех, и все должны с другими людьми считаться. Согласен с вами.